В Якутске минувшей ночью произошли две серьезные аварии. Внедорожник выехал в придорожное болото, погибли 2 человека. Утром столкнулись 2 грузовика. В результате в кабине заблокировало водителя с серьезными травмами. Обо всем подробнее Афанасий Николаев. Говоря протокольным языком, по предварительной версии, водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате он получил травмы, 2 пассажиров погибли. Говоря проще, джип ехал с такой скоростью, что улетел почти на 30 метров в озеро. Причем одного из погибших удалось обнаружить только днем. Несчастного выбросило из машины на 15 метров. Его нашли и извлекли из озера водолазы Республиканской службы спасения. Затем спасатели зацепили злополучный джип за крюк автокрана. Масштабы повреждений автомобиля указывают на скорость и тяжесть аварии. В ходе разбирательства виновник ДТП признался, что в тот злополучный вечер он с друзьями отметил встречу распитием алкогольных напитков в доме у погибшего молодого человека. После приятного времяпровождения компания решила поехать в центр города. Автолюбителя ждет уголовная ответственность по статье 264 части 3 Уголовного кодекса за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следующее ДТП не менее серьезное. Около магазина «Полет» грузовик Mitsubishi Canter догнал ГАЗ-130. В результате водитель трехтонника был зажат в кабине с тяжелыми ранениями. Прибывшие спасатели прямо в салоне покореженной машины наложили жгуты и извлекли пострадавшего. Оценили обстановку, наложили жгут, деблокировали пострадавшего. Была зажата нога, в 2 местах перелом открытый. Потерял около 1,5 литра крови. И передали работникам скорой медицинской помощи. Водителя Mitsubishi, потерявшего много крови и со сложными переломами обеих ног, передали скорой. Прямо в реанимобиле он объяснил сотрудникам ГИБДД, что авария случилась из-за отказа тормозов. Тормоза отказались, да? Даже не сориентировался. А до этого нормально были, да? Ничего? В тормоз нажал, бах, провалился. Педаль провалилась. Да. Возвращаясь к ночному ДТП, отметим, что водитель автомобиля Toyota Prado уже лишался прав за отказ от медосвидетельствования. На данный момент следствие продолжается.